Уникальная книга «Дерикой. Память о прошлых поколениях» – многолетний труд Беляла Сулейманова. Он долго вынашивал идею восстановить историю своих предков, живших на территории Большой Ялты. Исследование вылилось в написание книги. Главной вдохновительницей стала уроженка Дерикоя и бабушка Белялбея Веляде Дремджи Сулейманова. Я частично дерикойский, меня Рахметли Буйканам Веляде, она из Дерикоя. И в детстве очень большое количество времени я проводил с ней. Мы часто ездили в Дерикой. Мы ездили к ее друзьям, к ее родственникам, ходили по селу. Она рассказывала о жителях этого селения. Буквально о каждом доме могла рассказать очень много интересного. Была идея создать семейную родословную, то есть собрать информацию о родных, близких и для определенного круга лиц, чтобы помнили свои корни, знали о них. И после обработки всего этого материала мной было принято решение уже создать такую книгу о Дерикое, о ее жителях. Белял Сулейманов более 10 лет по крупицам собирал материалы о Дерикое, упраздненном селе, полностью вошедшем в состав нынешней Ялты. В написании книги мне помогали друзья. Это наш исследователь Гульджан Ханум Риизова, она автор книги о Корбеке. Также исследователь сел Айвасили Дерикой Тамила Сейд Джилилова, Силяхшур. По фотографиям определенные фото мне предоставил наш коллекционер Низами Ага Ибрагимов. Очень интересные сведения в части топонимики, а также истории предоставила старожил Дерикоя Миля Ханум Сарачева Ахтемова и мои родные, мои родственники. Книга содержит уникальный фактический и иллюстративный материал. В ней более 250 фотографий, многие из которых публикуются впервые, а также архивные документы и много другой интересной информации. На 172 страницах этой книги история Дерикоя, традиции и обычаи, быт и интересные истории о людях, которые жили в этом живописном селении. Во время работы над этим я обнаружил интересные документы, факты о селении Дерикой. Собрал архивный материал, информацию из информационного центра МВД Узбекистана, также сведения о фронтовиках, призванных из деревни Дерикой. В этом помогал мне сайт «Мемориал», то есть это поиск сведений о участниках Великой Отечественной войны. Также были найдены интересные путевые заметки, это записки путешественников, сведения о истории, культуре, быте, традициях жителей Дерикоя. Особенности, наверное, это интересный список жителей. Это список жителей селения на 1928 год. То есть в нем представлены более 1200 имен, они все скомпонованы в семьи. Это список подлинный, потому что мною были проверены многие имена из этого списка, и действительно его подлинность мы можем подтвердить на 100%. Белял Сулейманов уверен, эта книга будет интересна каждому, кто интересуется историей своего народа и, конечно же, потомкам жителей Дерикоя. А автор-составитель уже думает над следующей книгой. Как иногда шутят, что я настоящий крымский татарин, потому что у меня Анам Тарафандан – это Таты бахчисарайские и Ногаляр Кизлевские. И Баба Тарафундан – это Ахмечеть, Рамитли Харбабам, Симферополь, Сарабус. И Буйканам – это Дерикой. Интерес проявляется, так как и родственники говорят, что давай писать и о других селах. Ценность этой книги в том, что она позволит будущему поколению сохранить память о Дерикое. Также поможет всем тем, кто интересуется селением, истории этого села, а также кто является выходцами из этого села, найти интересную информацию о своих близких, родных. Карадеңіз Продакшн приглашает вас на презентацию уникальной книги «Дерикой. Память о прошлых поколениях», которая состоится в этнокомплексе «Сарабус» 3 декабря в 11 часов. У вас будет возможность окунуться в историю селения Дерикой, познакомиться с автором-составителем, задать интересующие вопросы, а также насладиться народными южнобережными песнями в исполнении любимых артистов. Вход свободный.